Я обещал разобрать песню «Тары жиры, киндер жиры» «Просяное поле, конопляное поле». Ее обычно воспринимают как простую, даже глупую частушку. Вот писатель Зульфат Хакимов в произведении «Кишер Басуа» «Морковное поле», желая подчеркнуть бессмысленность концерта, заставляет своих героев исполнять именно эту песню. Но если вглядеться глубже, это очень серьезная песня. В этой песне любовь, страдания, боль и наша история. Когда-то у нас и проса, и коноплю выращивали повсюду. Проса была основной культурой татар. Можно сказать, мы были просяной цивилизацией. Просяно-полбовой, если быть точнее. Сегодня же эти растения практически исчезли с наших полей, а конопля и вовсе запрещена. К тому же сейчас зачастую старинные технологии севооборот не используются. Заливают химией, тоннами сыплют гербициды и удобрения. И мы не знаем технологию выращивания этих культур и обвиняем наших дедов в глупости, хотя в этом случае мы же сами не знаем. И что мы имеем? Проса – злаковая культура, родственник пшеницы и ржи, скромная и неприхотливая, засухоустойчивая, с неглубокими корнями и средним ростом, с едва заметным приятным запахом. Конопля – совсем другой мир. Семейство конопляное – родственник хмеля. Техническая культура для волокна, требовательная к почве и влаге, с мощной корневой системой и с едким запахом. Тянется ввысь, подавляет все растения вокруг, как фиторемедиатор. Болезни берут коноплю легко, в отличие от стойкого проса. Интеркроппинг, то есть совместный посев этих культур, плохая идея. Конопля вырастет стеной и задушит цветолюбивые проса. В севообороте после конопли нельзя сеять проса. Между ними должны быть бобовые. Они совершенно два разных характера. Они не выносят друг друга. Вот и в песне это звучит как метафора. Это история о двух парнях-соперниках. Кто-то в деревне посадил рядом коноплю и проса, совершив глупость. Так и девушка, к которой обращается герой, по мнению парня, совершает ошибку, путает простого парня, проса, с видным, высоким, но хвастливым и дрочливым коноплей. Богатым парнем, который щеголяет узорчатой одеждой, да и одеколонами с резким запахом пользуется. Но герой проса не сдается. Эту песню поет парень проса. Он вернулся в деревню после лесоповала, после заработков. А тут появился соперник. Девушка, с которой у него были кое-какие, но не очень крепкие отношения, ведет себя странно, и ее полотенце с клетчатым узором вдруг становится символом. Точь-в-точь как поле с просом и коноплей. Парень поет те же частушки, что играет соперник, но намекает девушке: не совершаешь ли ты ту же глупость, что и те, кто посеял проса рядом с коноплей? Слушаем далее. На первый взгляд слова кажутся странными. Если перед тобой яблоко, не в руке яблоко, не яблоня рядом, а именно перед тобой яблоко. Но в татарской традиции все просто. Детей часто называют алма. Минем алмам, мое яблоко. Парень спрашивает девушку: а не забеременела ли ты, пока меня не было? И он не уверен, это лишь догадка, потому что девушка молчит. Поэтому парень тут же добавляет: мол, это не я придумал про яблоко, так поет народ. Люди проговаривают, что ты беременна. А вот слова про тонкую травинку, острую как струна, это уже образ боли. Эти сплетни резанули сердце парня. Как кияк трава, тонкие листья злака может порезать руку, так и слова людей ранят душу. Но герой пытается не сдаваться. Если девушка и правда предала, он найдет себе другую красавицу в деревне. У парня есть повод заподозрить неладное. Он подарил девушке белое ситцевое платье, но так ни разу и не увидел ее в нем. Парень говорит: я мучился, я переживал, но хорошо, что не умер, все было бы напрасно, зря.
И дальше он словно утешает себя надеждой. Если судьба милостива, девушка достанется ей. Пока отношения до конца не определены. Он привез девушке подарок – белый хлопковый платок. Парень дарит подарок и говорит: носи на радость, но если ты не будешь моей, красота твоя поблекнет. А потом обращается к сопернику, тонко, намеками, но жестко. Парень намекает: у меня есть друзья в лесу, если что, они придут на помощь, а у тебя кто есть? И добавляет: пока ухожу, но вернусь, и тогда мы встретимся. Поэтому я и говорю, что парень работал на лесоповале, а допустим не на шахте, у него друзья, знакомые там. Вот так песня «Туаражире Киндержире» вовсе не глупая частушка, а настоящая драма. Это история про любовь, ревность и татарский характер. Деревенские парни были вынуждены уезжать на заработки, а их девушки оставались. И нередко рядом оказывается другой, видный, удачливый. Это боль, это трагедия, но даже в этой ситуации татарский парень не озлобляется. Он говорит намеками. И это ключ к татарскому менталитету. Наш язык всегда был иносказательный, эзоповский, потому что люди боялись сказать прямо. К тому же образное слово ценилось выше прямоты. Да и попробуй, ничего не имея, когда у тебя поддержка только птицы в лесу, вступить в открытый конфликт с сыном богача. Если нам сегодня что-то кажется глупым, это не песня глупая. Это мы сами разучились понимать своих дедов и прадедов. Впереди у меня на разборе еще две песни. Но, если честно, я немного боюсь, там может оказаться такой разрыв привычных штампов, что голова кругом пойдет. А вы какие песни хотели бы услышать в разборе? Спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии.